коми-болгарской дружбы есть две подоплеки. Одна политическая, вторая экономическая. Политическая заключается в том, что самые близкие, самые лучшие отношения всех социалистических стран Советского Союза были с Болгарией. Болгары еще, так сказать, любили нас за то, что мы их освободили от турецкого владычества. Вот. Ну да, кстати, все равно еще какое-то отношение сохранилось. Ну, вот. А экономическое заключалось вот в чем. Болгария переживала очень экономический подъем в начале 60-х годов, и ей очень нужен был лес. Свой лес они старались сохранять, да и потом такого леса, который был, уже не было, да. И поэтому они искали, где найти, а поскольку Болгария входила в Совет экономической взаимопомощи, как Советский Союз, все страны были на этот совет, то, конечно, обратились за помощью Советскому Союзу. Им сначала предложили Сибирь, аж Хабаровский край. Они съездили, посмотрели, нет, это далеко везти. В общем, после долгих переговоров выбрали Ударский район Республики Коми. Ударский район, ну, главная, наверное, причина, почему именно Ударский район, потому что как раз за год до этого пустили железную дорогу Кослан-Микунь. Кослан, вы знаете, это районный центр. Вот. Именно для вывозки древесины, главная эта причина, именно чтобы вывозить из Удара древесину, вот провели эту железную дорогу. Так что можно было бы вывозить древесину сразу туда. 3 декабря был подписан советско-болгарский, не коми-болгарский, советско-болгарский договор о совместных лесозаготовках в Ударском районе Коми АССР. Вот это, так сказать, положило начало. Уже в феврале 1968 года прибыли 45 болгар, строителей и лесозаготовителей. Вот. Они прибыли... Построили 18 деревянных щитовых домиков на территории нынешнего Русогорска. Да. И было очень холодно. Вот год был очень холодный. Зима была 37 градусов. Бедные болгары, можете представить. Да, щитовые дома. Какие испытывали трудности. Но зато те, кто был в Высогорске, видели, так сказать, какой город потом в конце концов возник. Причем Высогорск, кстати, был основан немножко раньше, и поэтому название уже было присвоено. Предполагалось, видимо, что это будет город, потому что, как говорится, город на реке Ус, там река Ус течет. Вот. Но по градостроительному кодексу город можно было отдать, если 20 тысяч. Усть получил, по-моему, с 3 тысячами населения статус города, а вот в советское время все было жестче. 20 тысяч он не достигал никак, 15 тысяч там максимум было население, поэтому остался. Но появились и другие поселки, Благоево, Междуреченск и Верхний Мезенцев. Да. Всего надо сказать, что одномоментно находилось максимум, 17,5 тысяч болгар в Республике Коми. Ехали, надо сказать, с большой охотой. Ехала в основном молодежь. Но главная, конечно, причина, потому что очень хороший заработок. Они получали где-то до 800 рублей. И, ну, поработав пару лет, можно было купить себе машину, а еще больше можно было и дом купить. Но были и те, кто даже не пару лет, а 10 и более лет прожили в Коми-республике. И, кстати, очень любили Коми-край, что меня очень удивило. И я разговаривал со многими болгарами, они сказали, что... Я говорю, ну а почему вы так вот полюбили Коми-край? Это же совсем... У вас же Болгария такая теплая страна, здесь холод, слякоть, черти что. Они говорят, да, они говорят, вы знаете, мы это называем комский синдром. Суть комского синдрома такая, что первый год, когда работаешь, думаешь, господи, скорее бы отсюда выбраться, когда этот год пройдет, в отпуск хотя бы приехать домой. Через год приезжаешь в отпуск и думаешь, скорее бы вернуться в Коми АССР, в Коми-республику. А на 3-й год думаешь, зачем, собственно говоря, в отпуск уезжать, мне здесь хорошо. Вот они сами не могли объяснить, чем этот вызван комский синдром. По крайней мере, тот факт, что несколько сотен, по-моему, болгар осталось здесь жить, уже говорит о том, что действительно люди полюбили Коми-край.